В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня, в студии Юлия Великодная. Создание инфраструктуры на Нежданинском месторождении. Айсан Николаев ознакомился с ходом работ в Тампонском районе. Водоканал поможет организовать водоснабжение в районах Якутии. Решение принято на экономическом совете при правительстве. Ситуация на дорогах Алданского района. Количество ДТП в межсезонье. Разлив нефтепродуктов в Ленском районе. В прибрежной зоне реки перевернулась машина с цистерной. Семье пенсионеров нужна помощь. Февральский пожар оставил без крова супругов с ребенком. В Нерингри торжественно вручили первые паспорта. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню государственности республики. Участие Якутии в космических программах страны. Об этом говорили на рабочей встрече секретаря заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сергея Дубика и заместителя председателя правительства Якутии Дениса Белозерова. Руководители обсудили соглашение об использовании территории республики для падения отделяющихся частей космических объектов. Кроме того, подняты вопросы относительно поступления абитуриентов из числа якутян в профильные вузы, готовящие специалистов для Роскосмоса, а также дальнейшего трудоустройства выпускников в организации космической промышленности. Глава Якутии Айсан Николаев посетил Нежданинское месторождение в Тампонском районе, 4-е в России по величине золотых запасов. Он ознакомился с ходом работ по созданию инфраструктуры. Это 2 общежития и санитарно-бытовое здание для работников, пробирно-аналитическая лаборатория, кернохранилище, подъездные дороги и другие. Международная горнодобывающая компания «Полиметалл» начнет добычу золота в 2021 году. На встрече с ее представителями было отмечено, что особое внимание будет уделяться трудоустройству местных кадров. На данный момент треть всех работников компании – жители республики. Вот эта вся инфраструктура, она в любом случае уже даст свои положительные плоды, и мы надеемся, что уже к концу 2021 года в первую очередь этого одного из крупнейших горнообогатительных комбинатов на территории нашей республики будет запущено, и добыча здесь будет составлять по плану порядка 5 тонн золота и 30 тонн серебра, что, конечно же, даст очень значительный рост для и валового оригинального продукта, и в целом для развития как Тампонского района, так и в целом нашей республики. Полномочия водоканала будут расширены до республиканского уровня. Решение принято на экономическом совете при правительстве Якутии. Председатель правительства Владимир Солодов уточнил, что деятельность водоканала будет последовательно, поэтапно распространяться на районы республики. Предприятие активно развивается, устойчиво выглядит, и ключевым решением, которое мы одобрили сегодня на экономическом совете, является то, что водоканал не будет работать только в городе Якутске. Это будет не водоканал города Якутска. Задачей, миссией нашего предприятия будет обеспечение чистой питьевой водой, услугами водоотведения республики Якутии как таковой, граждан, проживающих в республике как таковой. Мы не сможем единомоментно на всю республику распространять действия, безусловно, нашего предприятия, но последовательно, поэтапно деятельность водоканала будет распространяться на районы вне города Якутска. Владимир Солодов также обозначил, что задача выполнима с опорой на инвестпрограмму предприятия, рассчитанной на 10 лет. Предварительно она оценивается от 1 до 4 миллиардов рублей, но это скорее ориентиры в строительстве и капиталовложений, которые предстоит сделать. 100 тысяч тонн руды добудет Алроса на трубке «Заря» в этом году. Первый промышленный взрыв на месторождении прогремел. Каков потенциал и до какой глубины будет отработан карьер, расскажет Альбина Шарафетдинова. На алмазном месторождении в Байхале Алроса начала добывать руду. Первый промышленный взрыв на трубке «Заря» прогремел вчера, 17 апреля. Новое кимберлитовое месторождение было запущено в прямом эфире на итоговом форуме «Хозактив». Отрабатывать «Зарю» начали в 2016 году. 3 года горняки шли к кимберлиту. За это время вывезли 14 миллионов кубометров пустой породы. Начало горных работ на трубке «Заря» обеспечит замещение выбывающих запасов карьера «Комсомольский». Произвели сегодня взрывные работы. Подготовили к выемке руду. Сегодня у нас праздник.
На трубке «Заря» «Алроса» в 2019 году планирует добыть 100 тысяч тонн руды. Обработкой алмазного сырья в 2020 году займется подразделение компании «Айхальский горнообогатительный комбинат». Потенциал месторождения равен 3,5 миллионам карат алмазов, что оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Отработка месторождения предусматривается до глубины 300 метров. Срок эксплуатации карьера составляет 13 лет, общий объем запасов 15 миллионов тонн. Плановые показатели на этот год составляют 100 тысяч тонн. Горные работы на месторождении начались незамедлительно. Первую тонну руды доверили грузить опытному экскаваторщику Виктору Клепальскому. Именно он грузил первый ковш с крыши, с трубки Комсомольской и с трубки «Заря». Третий карьер, получается, работает. Я думаю, и это доработаем, все будет нормально. Вывез с месторождения первой тонны руды не менее опытный Николай Кашуркин, водитель автобазы технологического транспорта. В своей профессии 25 лет. Отрабатывал месторождения Айхал, Комсомольская и Сытыканская. Сегодняшний день знаменательный для меня, я надеюсь, для поселка Айхал. То, что выводим первую руду, должна быть богатая. Среднее содержание алмазов в руде трубки «Заря» составляет 0,28 карата на тонну. Месторождение было открыто геологами Амакинской экспедиции еще в 1973 году. «Заря» находится в 2 километрах от поселка Айхал. «Алроса» получила свидетельство об открытии месторождения в ноябре 2011 года. Альбина Шарафеддинова, Оксана Мезенцева, Денис Хазов, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». 5 ледовых переправ закрыты в Якутии, прекращено движение в Вилюйской группе улусов на реках Марха и Вилюй. Как отметили в Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, на территории республики эксплуатируется 26 ледовых переправ. Рост дорожно-транспортных происшествий наблюдается в межсезонье вследствие сложных метеорологических условий. В Алданском районе весна 2019-го исключением не стала. За неполных 2 месяца произошло 40 аварий. Виновниками ДТП становятся как водители, так и пешеходы. Продолжение темы в сюжете наших алданских корреспондентов. Столбик термометра днем поднимается до 0, снег интенсивно тает. Ночью температура понижается и мороз сковывает талые воды льдом. Весна идет и всех вынуждает уступать ей дорогу. В период гололеда, оттепелей и снегопадов риск возникновения аварийных ситуаций как на городских магистралях, так и на межпоселенческих трассах увеличивается многократно. Наибольшее число аварий приходится на межсезонье. С 1 марта текущего года на дорогах района зарегистрировано 43 ДТП с материальным ущербом и 4 происшествия, в результате которых пострадали 8 человек, из них 2 несовершеннолетних детей. Основными причинами аварии остаются превышение скорости и несоблюдение дистанции. Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать осторожность. Большая профилактическая работа проводится с подрастающим поколением. Уделять должное внимание безопасности на дорогах и вести с детьми регулярные беседы инспекторы призывают родителей. В школах мы постоянно проводим беседы с детьми, особенно с начальными классами. Ну и как родители должны ежедневно напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения. Водители, однако, отмечают, что теоретических знаний правил дорожного движения как у детей, так и у взрослых маловато. Не всегда хватает и практических навыков безопасного поведения на улице. Недостаток знаний с лихвой компенсируется беспечностью. Переход не в положенном месте. Вот, чем пешеходы что делают. Ну, иногда бывают нагловато идут, в смысле, я должен затормозить и объехать. Не учитывая то, что это же гололед, но может занести машину, и мой путь увеличивается. Соблюдать осторожность пешеходам следует не только на проезжей части. Покрытые льдом ступени, тротуары и узкие тропки также таят опасность для здоровья. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Депутаты Госдумы рассматривают во втором чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний для водителей, совершивших смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Поддерживают ли эту законодательную инициативу якутяне, знает Сусанна Рожина. Прошлым летом на этом перекрестке Кирова-Горького произошло страшное ДТП, в результате которого погиб молодой человек и без отца остались 2 детей.
Виновник ДТП получил решением суда 4 года колонии поселения. Но сейчас в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение к водителям, совершивших дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. И предусматривает наказание от 5 до 12 лет, если погиб человек. Сейчас же за это предусматривается наказание от 2 до 7 лет. По максимуму хотела бы. Я вообще изначально думала, что хотя бы 7 лет, не 4 же года, ну и не в колонии поселения же. Из-за какого-то пьяницы расти без отца. Когда вспоминаю, все плохо становится. Согласно новому законопроекту, предполагается установить для виновников смертельного ДТП такую же ответственность, как и за умышленное убийство. Поправки в Уголовный кодекс уже одобрены правительством Российской Федерации. Инициатива также получила одобрение Верховного суда. Редко водители уходили от уголовного преследования ввиду того, что невозможно было установить, были ли они в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения ДТП. То есть, просто говоря, совершали ДТП, скрывались с места аварии. По данным регионального ГИБДД, с начала года уже задержано 463 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Из них половина отказалась проходить медосвидетельствование. С начала года на территории города Якутска произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, где получили травмы 9 человек. Родные и близкие погибших по вине нетрезвых водителей, естественно, требуют максимального срока. Чаще всего суд приговаривает водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, от 2 до 4 лет. Хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Вот когда вышло решение суда, мы с этим вообще не согласны. Это просто несправедливо получается. Прошу пересмотреть дело, следствие, вообще решение суда. Но некоторые эксперты считают, что ужесточение наказания для водителей в состоянии алкогольного опьянения пока не своевременно, и под раздачу могут попасть невиновные. Но в целом повышать сроки наказания, мне кажется, мало продуктивно и малоэффективно, потому что могут под раздачу попасть случайные люди. У нас несовершенна еще система определения количества алкоголя, определения наркотиков в крови. Случайно может попасть под эту разборку человек, у которого какие-то лекарства он принимал, а их определяют как наркотические. А срок сумасшедший. Просто поскольку у нас бывают судебные ошибки, ставить такие сразу сроки, это только чисто отчитаться. В России ежегодно по вине пьяных водителей гибнет более 4500 человек. И с принятием нового документа думаем, что ответственность водителей и соблюдение закона снизит трагические показатели на дороге. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Разлив нефтепродуктов в Ленском районе. В прибрежной зоне реки перевернулась машина с цистерной. В семье пенсионеров нужна помощь. Февральский пожар оставил без крова супругов с 7-летним ребенком. В Нерюнгри торжественно вручили первые паспорта. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню государственности республики. В эфире телеканала Якутия-24 «Итоги дня». Мы продолжаем. Регионы сами будут высчитывать норматив по вывозу отходов. Как только определятся нормативы накопления, тогда и будут решения, как сделать так, чтобы люди платили не за абстрактный норматив, а за тот мусор, который они накопили. Так прокомментировал ситуацию с твердыми коммунальными отходами замглавы Минприроды Денис Храмов. По его мнению, также нужно снизить тарифную ставку для тех граждан, которые занимаются сортировкой своих отходов. Но это не главная проблема, которая волнует сегодня людей. Основные баталии разгораются вокруг расчетов нормативов накопления коммунальных отходов. Брать с квадратного метра или с человека. В любом случае, в течение этого года ситуация с нормативами накопления будет разрешена. Разлив нефтепродуктов произошел в Ленском районе. На участке технологической дороги вдоль газовой трубы «Сила Сибири» в прибрежной зоне реки Бочинга. Разлив произошел в результате автодорожного происшествия. Перевернулась машина «Урал» с цистерной. Сотрудники комитета по охране природы взяли пробы почвы. Ущерб, нанесенный природе, будет известен после экологической экспертизы. Ведется административное расследование.
Конечно, ну это вот сейчас еще копаем для того, чтобы дальше взять объединенную пробу. Да. Топливо стекало прямо, получается, на ледовую поверхность речки. Проблема в том, что речка, когда вскроется, все это может убежать у нас в Нюю. Потому что река Бачинга, на которой вот это вот стояла, вот эти автомобили стояли, она впадает у нас в Нюю. И сейчас задача, наверное, организации нарушителя в первую очередь позаботиться о том, чтобы это все устранить и чтобы, не дай бог, топливо и нефтепродукты не попали в нашу речку. Жители улицы Жарницкого, 7 жалуются на коммунальщиков. Их дом каждый год затапливают канализацией, а управляющая компания не реагирует на аварию. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Ветхие, сгнившие полы и зловонный запах свидетельствуют о том, что дом на протяжении длительного периода затапливается не только талыми водами, но и канализацией. С этими проблемами мы обращаемся в ИП Курчатова, жилищные ЖЭО, которые буквально не могут решить и исправить наши проблемы с канализацией. Наш дом буквально уже сгнил частично. Первый этаж, полы точно сгнили. Вонь стоит невыносимая, канализация уже не проходит. На вызов жильцов сегодня приехали сантехники, которые попытались установить причину течи. Ну тут просто дырка. Я вот сейчас ее расковырял, она как бы сейчас под дом вся ушла. Ну тут говна, извини меня. Но, как нам потом сообщили жители дома, проблема так и не была решена. Пришли сантехники, попытались сделать. Вот трубу они эту нашли, в которой была дырка. Вода в ней так стоит, так и течет. Никого нет. Работу выполнили. Принимайте. Вот все здесь вот таким образом оставили. Работа выполнена. При этом сантехники еще требуют оплатить их услуги и за вызов. Непонятно, будет эта канализация подчинена или нет. С потеплением эта зловонная жижа заполняет не только дом, но и саму улицу Жарницкого и остановку. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. Февральский пожар оставил без крова над головой семью пенсионеров с 7-летним ребенком. Возгорание началось, когда супруги повезли сына на хоккейную тренировку. В предоставлении жилья городская администрация отказала. Отчаявшись, глава семейства обратился в нашу редакцию. Дом построили, сына родили. Впереди беспечная жизнь на пенсии, думали супруги Балины. В один миг семья лишилась крова. Огонь уничтожил дом, который строили на протяжении нескольких лет по мере накоплений. На его восстановление уже не хватит ни сил, ни времени. Нет такой возможности. Все на пенсии. Ребенку 7 лет. И попросил какую-то материальную помощь, и чтобы помогли там вообще с материалом. Злой рок не иначе. Так, по истечении 2 месяцев трагедии, говорит отец семейства. Эксперты не могут определить причину возгорания. Бригада пожарных приехала, когда открытого огня еще не было. Дом можно было спасти, считает Вадим Балин. Драгоценные минуты были потрачены зря. Пожарным не сразу удалось подать воду. Я 6 лет отработал в пожарной охране. Я такого, чтобы на пожаре так работали пожарники, вообще такие дома должны были спасаться. Сейчас для семьи главное найти хоть какое-то жилье. Со временем Вадим надеется восстановить дом, но сейчас с супругом, с сыном-первоклассником негде жить. Мне, как погорельцу, выделили, вот сейчас только скоро перечислят, но мне этих денег хватит только 2 раза за месяц заплатить за аренду квартиры. Придется, наверное, вот здесь вот палатку ставить, потихоньку разгребать, когда деньги кончатся, за аренду квартиру снимать. И будем здесь жить. Единственная надежда была на городскую администрацию. 30 дней семья ждала ответа. Говорили, жилье есть, но надо подождать. Длительное ожидание и ответ, который выбил почву из-под ног. Вот подождал 30 дней, и мне предложили с моей женой в дом престарелых. Ну, наверное, дадут нам койки в отдельных этих, а ребенка куда? В детдом? Вадим обил все пороги. Друзья, знакомые сослуживцы, каждый помог, чем смог. Жизнь после пожара разделилась на до и после. Супругам придется налаживать быт собственными силами с нуля. В огне не удалось спасти ничего. Я ветеран вооруженных сил. Военкомат пришел, чтобы мне что-то помогли. Они только восстановили документы, сказали, что у нас такой тоже статьи нету. Так что я между небом
и землей где-то вот посередке. Оказать помощь семье Балиных можно с помощью перевода денежных средств. Реквизиты банковской карты вы видите на своих экранах. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск. В Нерингре торжественно вручили паспорта школьникам, достигшим 14 лет. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню государственности республики. Его посетил Сергей Козюра. Паспорт вручается Буяновой Арине. 11 школьников, которым исполнилось 14 лет, были приглашены на торжественное вручение паспорта. В ходе мероприятия были исполнены гимн Российской Федерации и гимн Республики Саха-Якутия. Состоялась развлекательная программа, где дети участвовали в викторине, разгадывали кроссворд о государственной символике, основных документах гражданина и государства. Сегодня эти граждане сделали очередной шажок в своем становлении. Они стали на шаг взрослее, у них появилось больше гражданской ответственности. Мы искренне желаем им успехов и дальнейшего развития. Школьница Мария Ермезина проходила по обществознанию, какую ответственность будет нести, получив главный документ, удостоверяющий личность. Новоявленный гражданин Российской Федерации не скрывает своей радости и гордости. Это, конечно, прям такое достижение, прям интересно. Буду гордиться, не знаю, всем сердцем. Безусловно, вручение паспорта в торжественной обстановке воспитывает в школьниках гражданско-патриотические чувства, дает право на проявление активной гражданской позиции. Поздравляем нерингринских школьников, получивших паспорта с этим значимым для них событием, и желаем быть достойными гражданами нашей Родины. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерингри. В День работника Центра занятости в торговых рядах Кружала прошла ярмарка вакансий «Шаг к работе». Мероприятие проводится ежегодно. Между тем, в этом году она прошла немного в другом формате. О том, какие открыты вакансии и что нового предлагает для населения Центр занятости, в материале нашего корреспондента Ульяны Шагиной. В городе еще только. Ага. А вакансию какую? Любой. Ну, например, больше вот промышленные, да? Да, промышленные. Профессия у вас есть какая-то? Да, есть. Машинист на нефтебазе. А как вы думаете, вообще удобно, когда вот такую ярмарку проводят, когда все под одной крышей? Да, мне кажется, это очень удобно, потому что здесь сразу несколько организаций, все в одном месте. Подобные ярмарки вакансий ежегодно собирают большое количество желающих найти работу и являются неплохим подспорьем для соискателей и работодателей. Ведь здесь на одной площадке собираются те, кто ищет работу, и те, кто готов ее предложить. Вот и шаг к работе не стал исключением. 46 организаций выставили более 1000 вакансий, а также 5000 вакансий выставила биржа труда из своего резерва. Здесь можно найти работу водителя, слесаря, повара. Представлены такие компании, как Якутская продовольственная компания, Якутский хлебокомбинат. Также свои вакансии выставили МВД России, УФСИН и также представители промышленных организаций. У нас представлено 9 вакансий. В основном это по рабочим специальностям, начиная от слесаря, заканчивая машинистами спецтехники. С утра уже много народу подходило и интересуется. Вакансии у нас дорожного мастера, диспетчер ЦУП, 2 линейных механика, юрист, инженер-геодезист, инженер-лаборант. Десятки различных учебных заведений также на месте записали желающих на курсы переобучения и переподготовки. Профессии самые разные, начиная от водителей, пекарей, операторов ЭВМ и заканчивая обувщиками. Предлагаем курсы профессиональной подготовки по профессиям, например, 3-месячный курс по профессии электромонтажник, сварщик, токарь, ювелир. В Центре занятости столицы на сегодняшний день зарегистрировано 1800 безработных. Все они сегодня могут найти работу на портале «Работа в России». Здесь представлен большой перечень вакансий со всей страны. Общероссийская база в разы облегчает поиск работы и дает возможность найти ее в любой точке России. Только столичный Центр занятости выставил на портале более 5000 различных вакансий. Тут вообще традиционно мы проводим такие ярмарки, да, все равно более 100 человек находят работу в этот же день. Как раз вот на таких больших мероприятиях, как ярмарка вакансий, это самый эффективный способ найти работу. В последние годы ярмарки такого рода приобретают новый формат. Так, сегодня прошли онлайн-собеседования с представителями промышленных компаний, бизнес-инкубатор и Центр поддержки предпринимательства консультировали по открытию своего бизнеса, а юристы традиционно осветили вопросы трудового законодательства. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск.
В Национальной библиотеке проходит всероссийская акция «Библионочь». Это ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые акция прошла в 2012 году. Только в этот день у жителей столицы есть возможность бесплатно оформить читательский билет и даже попасть в святая святых библиотеки книгохранилища. Во время мероприятия проходит множество мастер-классов, встреч с интересными людьми, книжные викторины, квесты и многое другое. Акция «Библионочь» проводится в Национальной библиотеке уже 8-й год подряд. Каждый год тема меняется. И в этом году у нас тема «Весь мир театр», посвященная году театра в Российской Федерации. В этом году мы еще запустили другую акцию, которая называется «Подвешенный билет». То есть человек, у которого, допустим, есть лишние средства, может оставить для того, чтобы к нам записались студенты и получили читательский билет бесплатно. Кроме этого, у нас новшество, то, что сегодня у нас очень шумно. Вы сами видели, у нас рок-группа, такого раньше не было. Очень интересные мастер-классы, приходят медийные личности. То есть немножко с каждым годом формат становится лучше и охват больше. И с каждым годом все больше и больше людей приходят. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами.